Все началось с профсоюзной деятельности в 2006 году, когда надо было принимать активное участие в жизни коллектива. Когда надо было руководству задавать много вопросов, которые им нравились или не нравились, с коллегами общаться как-то. Вот и бывший на тот момент мой начальник, помню, предложил это. Чтобы это было все правомерно, открыто, чтобы не за спиной там какие-то вопросы, а совместно с руководителем все это можно было как-то решить. Жизнь продвигается, меняются какие-то у нас там инструкции, положения, а работа, в принципе, как она была, она так и осталась 40 лет тому назад. Добыча с крыши и транспортировка ее, а вопросов много. Прежде всего, я думаю, надо выполнять все инструкции, которые у нас есть, чтобы только личным своим примером как-то показывать, как это надо правильно делать. Потому что люди у нас довольно-таки прямые. И если говорить одно, а делать все не так, они чувствуют эту фальшь. И отношение к людям, ну, как к инспектору, меняется. Будет недоверие. Поэтому все сначала надо делать все правильно, в первую очередь самому. Очень часто, все происходит где-то на ряде покричали, пошумели, вопрос как открытый был, он так и есть. А его надо всегда решать. И когда люди видят, что оно буквально за полчаса зашел, поговорил, объяснил, руководство в положение вошло, где-то оно и не знало, что оно так. Где-то какие-то меры надо было принять срочно. Вот работа так и происходит. Не только шумом, криком, но и за рабочим столом. Все меняется каждый день и каждый год. И если ты остановишься на каком-нибудь одном этапе, и если не будешь ты продвигаться дальше сам, то это уже теряет смысл. Потому что ты начинаешь где-то отставать от перемен, от процессов, которые идут и в законодательстве, и в обществе, и в коллективе. Поэтому всегда, если есть возможность какая-то добавить свои знания, умения, навыки, всегда с удовольствием, и думаю, что это очень нужно. Обмен опытом, вот опять же, когда мы встречаемся с коллегами с других регионов, с других организаций, пытаемся потом созваниваться, обмениваться какими-то материалами. И они, бывает, звонят, спрашивают, как так сделать. Ну вот тут, если вот у нас что-то не получается, у них это там получилось лучше. Есть же лидеры, есть антилидеры, есть на каждом участке. И коллеги начинают смотреть, а так вот, оказывается, можно не делать, а можно так. При этом они забывают, что производство у нас опасное, вредное, что каждого ждут дома. И для выполнения вот эти инструкции надо выполнять. Они все написаны кровью. Люди забывают об этом. И я вот думаю, что наша задача, как инспекторов, более доступно, более свободно, опять же, своим примером личным, объяснять людям, что это очень важно, что от их неверных действий может пострадать кто-то другой.